Всем салем, друзья! Вы на канале Бизнес по-казахски. Сегодня мы прилетели в город Астана. Знакомься, это Бота. Всем привет! И у Боты своя чебуречная. Бота, расскажи, пожалуйста, почему чебуречная? Почему вы решили открыть чебуречную и кто тебе помогал? Или ты сама прям все сделала? Мне всегда был интересен общепит. Так. Я закончила сама курсы предпринимателя. Родители очень сильно поверили в меня, поскольку я в будущем решаю поступать на ресторанное дело. Они решили мне открыть вот эту точку, Чебурек Ми. И мы вместе сейчас продвигаем ее. И стараемся в течение 3 лет открыть более 10 точек. Ой, классно. А почему именно вот эта франшиза? Чем она тебя зацепила? Поскольку чебуреки – это достаточно знакомый вкус детства. У нас чебуреки представлены в необычном формате. Так. С красной рыбой, с курицей по-азиатски, с мраморной говядиной. То есть для казахстанцев что-то необычное всегда залетает. Ты думаешь, поэтому залетит, да? Да. Это что-то новое для Казахстана, всегда что-то новое. Да. Мы первые в Астане, кто открыли точку Чебурек Ми. Поэтому всегда будем рады новым клиентам. А, кстати, ты не в курсе, по Казахстану еще кто-то открывал? Да, я знаю, есть точка в Таразе. В Алмате не в курсе? В Есть Алмате точно не помню. Не знаешь, да? Вот расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся, что это за локация? Мы находимся по адресу Досток 16П, это центр города. Здесь неподалеку находится Байтерек, Абу-Даби Плаза, различные торговые центры. Именно поэтому мы выбрали гастроцентр. Так, я так понимаю, это гастроцентр был открыт не так давно, Да? и он привлекает в основном кого? В Туристов? основном туристов. Мгм. Этот гастроцентр был открыт 28 октября, официальном открытии. Сюда приходят как и местные жители, так и туристы. Кого больше? Ну, больше скорее туристов. Какие у вас условия с этим центром? И вы с самого открытия здесь находитесь или нет? Нет, мы наблюдали за гастроцентром через Инстаграм, соцсети. В данный момент мы работаем на условиях, что 1 квадратный метр у нас от 50 тысяч тенге. Общая площадь составляет 15 квадратных метров, и в месяц это получается 750 тысяч тенге. 750 тысяч. Это комфортная цена для этого места, для этого района? Я считаю, что да. Да? Расскажи, какие были вложения, потому что я так понимаю, что вот этот сам закуток был, это островок. Да. Вот посмотри, пожалуйста, покажи, пожалуйста, справа, Еха. Вот так выглядит сырой закуток, сейчас вот так он выглядит, как уже готовая франшиза. Какие были вложения, давай? На аренду и депозит у нас ушло 1,5 миллиона тенге. Ага. На оборудование ушло 1 миллион тенге. На оборудование ушло миллион. А что именно входит в оборудование? Холодильники, столешницы, чайник, фритюры. Также дополнительно мы закупали кассовые аппараты, Так. номерки, тарелки. На это ушло у нас примерно 350 тысяч тенге. 350 тысяч. Рекламные расходники, вот это все оформление. На меню у нас ушло 20 тысяч тенге. Вывески у нас 2 штуки с этой стороны, и стой. Ушло на них 350 тысяч тенге. 350 тысяч тенге. И в общем, общее вложение На эту точку у нас ушло 5,5 миллионов тенге. 5,5 миллионов. А давай про франшизу поговорим. Сколько ушло денег на франшизу? Какие у них условия были? Для открытия 4 точек мы Так. заплатили 6 миллионов. 6 миллионов это чисто франшиза. Да. А почему вы решили купить сразу 4 точки? Мы смотрим всегда в будущее. Ага. То есть для нас самое первое – это развитие. Поэтому в течение года мы собираемся открыть 4 точки, а в течение 3 лет мы открываем 10. Вот центр относительно недавно открылся. Я так понимаю, что как бы людей там пока что немного. Вот в основном, наверное, ходят те, кто работает в офисах. Вот как, то есть вы окупаете? Вы, наверное, еще не окупаете. Ну, для нас выручка – это не самое главное в данный момент. То есть мы стремимся за качеством продукции, за хорошим имиджем, то есть чтобы у клиентов было желание вернуться снова и снова. Делаете ли какие-то скидки, акции, чтобы завлечь больше людей? Да, буквально недавно у нас проходила акция 4+1, то есть при покупке 4 чебуреков 1 шел в подарок. Также у нас есть акция 15% скидка при покупке чебурека и напитка. Что значит франшиза? Вот ты говоришь, вы вложили, купили ее за 6 миллионов, вы можете открыть 4 точки.
кто-то помимо вас может открыть в Астане? Нет, в Астане помимо нас никто не может открывать точки. Ага. Но вы должны обязательно следовать всем правилам Да. франшизы, да? Да. Давай посмотрим, как вообще происходят процессы. Вот я вижу у вас меню, во-первых. Давайте посмотрим. Это франшиза, да? Здесь ничего менять нельзя. Чем отличается франшиза от своего бизнеса? В своем бизнесе ты можешь добавлять новые позиции, что-то менять, что-то корректировать. У нас же представлено сразу граммовка, рецепты, у нас все готово. То есть мы просто выпускаем полное меню, и по этому меню мы опираемся дальше. Мгм. Это не полноценное. А еще не полностью? Это не полноценное меню. В течение года мы будем добавлять также новые позиции, такие как яблоко, корица, курага, персики, то есть более сладкие новогодние позиции будем Так, добавлять. я вижу, у вас здесь сейчас представлено больше, ну, не знаю, 20 позиций различных. А какие самые популярные? Самым популярным у нас является мраморная говядина, это Так. хит продаж, классика. Также есть красная рыба, творожный сыр. Мгм. Это сочетание как жареная Филадельфия, Мгм. очень необычное. Есть нутелла и банан. Это что-то сладенькое, да? Это что-то более на десерт. Интересный вопрос сразу же, какая маржинальность? Именно на чебуреки идет от 200 до 350. На закуски и напитки идет накрутка от 150 до 200. Мгм. Так, ну расскажи, как вообще происходят процессы? Вот это кухня. А кто есть кто? Вообще, кто должен быть на кухне? На кухне у нас один повар, один Так. кассир. Повар. Салам алейкум, как зовут? Рустем. Привет. Как зовут? Дарья. Дарья. Кассир и повар. Да. Вот, это прям по франшизе должно, это прописано. Да. Супер. Так, больше никого нету. Больше нет никого. А ты какую роль выполняешь? Я выполняю роль администратора. Администратор. Слежу за стандартом качества. Мгм. Так, ну расскажи, как, что здесь, что устроено. Вот, можно показать холодильник? Да. Так, здесь у нас хранятся соусы, здесь у нас хранится айран. Вот я вижу морс. Он считается высокомаржинальный продукт, Да. хорошая на него маржа. Сколько он у вас стоит здесь? 900 тенге. 900 тенге, себестоимость его? Чуть больше 300. 300 тенге. Супер. Что у нас еще есть? Вот этот холодильник можно открыть, показать? Что там? находится? Мясо, Здесь у колбасы. нас колбасы, мясо. Это все заготовки. А как часто нужно привозить заготовки и когда они готовятся? А, Заготовки мы делаем каждый день. Так. С А, утра повар приходит. Да? Во сколько он приходит? За полчаса до За работы. полчаса до работы он делает заготовки. А что входит в заготовки? Что это за? Приготавливает тесто для беляшей, для Ага. чебуреков, фарш. А фарш уже он как бы нарезан, и накручен? Полуфабрикат приходит, просто я готовлю ингредиенты добавляю. Полуфабрикаты. Расскажи, что ты делаешь с утра? Ну, я прихожу с первого с утра и делаю замес на тесто Ага. свежий утром. Он стоит примерно 40 минут Так. для готовности, чтобы оно все пропиталось, все сделалось. А во-вторых, делаю фарш. Я оставляю замораживать ночью. Под утро я прихожу, и она полностью заморожена, и я делаю новую заготовку, свежую, для фарша. Там добавляю я специи и лук. Сколько времени уходит на заготовки с утра? С утра примерно час. Мы закупаем полуфабрикаты в гипермаркете Метро, также на оптовках. Закупаем красную рыбу, закупаем картофель фри, наггетсы, луковые кольца. И это хранится все здесь. А мясо тоже, да, закупаете в Мэтт? Мясо мы закупаем, да, в гипермаркете Метро. А почему там выгоднее или что? Просто нам больше есть доверие к Метро, нежели к другим каким-нибудь поставщикам. Мы закупаем мраморную говядину, фарш, готовый, марка Казбиф. Казбиф. Все от Казбифа. Да. Почему вы выбираете этот бренд? Этот бренд намного знакомый для нас, плюс это казахстанский бренд, и у него очень хороший стандарт качества. Так, расскажи, пожалуйста, про эту полку. Что здесь хранится? На этой полке находятся сиропы для лимонадов. Так. Сиропы для... Почему именно этой фирмы? Мы пробовали разные виды фирм, но вот это именно нам понравилось больше всего. А, супер. Так, я так понимаю, на них тоже, да, где-то накрутка 300%? Да? Да. Супер. А это что, типа соль, какие-то... Это различные, да, сода, перец, соль, дрожжи. По франшизе вам говорят, какие нужны ингредиенты? Они... Да, Или вы сами закупаете? у нас есть полная рецептура того, что нам нужно, и мы закупаем уже по списку. А, то есть они как бы не присылают, это здесь Нет, нужно? это мы здесь закупаем. Здесь идет кипиш мы не мешаем.
А есть ли какие-то по франшизе вещи, которые они сами присылают вам, типа из У России? нас поставляют упаковки для Упаковки. чебуреков, для беляшей, для картофеля фри. В Так. общем, для закусок у нас поставляют Только упаковки поставляют. Продукцию все сами закупаете, да? А бывает что такое, что типа у них продукция там совсем другая, там вкус, качество мяса, и у нас совсем другое, может отличаться? Или про это ничего не говорят? про это ничего не говорят. Мгм. А специи типа какие-то есть секретные, вы просто покупаете здесь и Нет, смешиваете? специи абсолютно обычные, Обычные? перец, соль, Ага. как сода, дрожжи, то, что для теста нужно, вот у нас все стандартно идет. Расскажи, пожалуйста, про вашу систему оплаты, для чего существуют эти планшеты? Мы используем два планшета. Так. Один это кассовый аппарат, мы работаем с помощью программы QuickRest. Мгм. Также работаем с службами доставки Яндекс.Еда и Вольт. Мгм. Вольт предоставляет собственный планшет, Так. за которым мы оплачиваем ежемесячную аренду. Мгм. Сколько? 60 тысяч. 50 тысяч? Да. И какой-то процент даете? Процент мы даем им 30% 30%? от продаж, да. А, Яндекс? Яндекс.Еда 35%. 35%. Они никаких планшетов не предоставляют? Яндекс.Еда нет. Ага. А как вы с ними работаете? Через приложение Яндекс.Вендор. Мгм. Так, а вот ты говорил про приложение оплаты. Как еще раз называется? QuickRest. А чем... Вот я просто не разбираюсь, чем это приложение хорошее, какие есть, может, аналоги. При наверное? покупке франшизы нам сразу же предоставляют базу. Ага. В России она работает таким образом, что сразу в QuickRest приходят уведомления от Яндекс.Еды, то есть они совмещены вместе. Прикольно. А, Это получается платежное какое-то приложение, которое ведет Это сразу российская, получается, кассовая система. кассовая система. Мы, когда каждый пробиваем, у них все видно. А, интересно. Подожди, а как тогда вы принимаете оплату через Каспи? Ну, сам терминал оплачивает, Так. а мы вбиваем в базу. А, вы просто вбиваете вручную уже продажи туда. Да. Интересно. Так, у вас какие-то еще есть вот терминалы? Вот я вижу, Каспи Да. есть. У нас есть Каспи, Так, есть Халык. так. Каспи у нас работает на 0,9%, Халык банк работает на 0,5%. Почему два терминала? Одним оплачивают с помощью QR, Мгм. вторым оплачивают с помощью карты. А, Поскольку есть процент меньше, нам удобнее работать с Халык Ага. банком. то есть, сейчас люди как больше платят? Чаще всего Каспи, Через QR. Какие были трудности при открытии чебуречной? Ну, трудности они всегда были и Мгм. будут. Чем их больше, тем намного интереснее, конечно, развиваться. Но, скорее всего, именно набор сотрудников был самым тяжелым, Мгм. поскольку не все сотрудники достаточно ответственно подходят к своей работе. Мгм. Я слышал, что в Астане, да, сложно найти хороший персонал. Это правда? Да. Мгм. А почему так происходит, как ты думаешь? Скорее всего, потому что многие хотят себе сидячую работу, Мгм. просто сидеть за компьютером и получать миллионы. Мгм. Но по факту так оно никогда не бывает. Тебе нужно что-то двигаться, что-то делать. И чаще всего наши прошлые работники Мгм. просто сидели молча, никак не зазывая клиентов, никак не преподнося продукт, из-за чего они теряли работу. И были продажи, да, плохие, соответственно. Сколько денег уходит на закуп у вас в основном? На закуп продуктов у нас уходит около 600 тысяч тенге в месяц. Вот ты говоришь, что вы закупаетесь в метро и на оптовке. Что именно вы закупаете в метро, что на оптовке? Мы прямо в основном закупаем полуфабрикаты, то есть Ага. это мясо, закуски, картофель фри, наггетсы, луковые кольца. На оптовках мы закупаем в основном колбасы, Мгм. охотничьи колбаски, колбаски пепперони, сыр моцарелла и так далее. То есть вы еще и пиццу производите? У нас есть чебурек-пицца. А, серьезно? Да. Прикольно. А вот в метро я знаю, что система есть какая-то карточная. Чем больше вы закупаете, тем бонусы у вас падают, или такого нет? Ну, мы пользуемся такой картой, но мы закупаем в основном полуфабрикаты, и это выходит где-то в 1050-70 Ага. именно на полуфабрикаты, так что Скидки там. да, пока не сильно. Ясно. Чем больше вы будете расширяться, тем, соответственно, больше будете закупать, тем Да. больше скидок будет у вас. Сколько у вас сотрудников и какие у них условия? В штабе у нас 4 сотрудника, Мгм. 2 кассира и 2 повара. Мгм. Они работают графиком 2 на 2, Так. то есть, 15 дней одни, 15 дней другие. Так. да, верно. Мгм. Они получают еженедельную оплату. Мгм. Каждый понедельник считается расчетным днем. Мгм. В день кассир получает 15 тысяч, повар получает 18. То есть, если так посчитать, то кассир получает в месяц 225 тысяч, Мгм. а повар 270.
Так, а для страны это вообще считается нормальной зарплата? Для страны это средняя зарплата, в принципе, да. А сколько они работают, график? С утра до вечера? С утра с 11 С 11 начинает? до 11, либо 12. Так, Поскольку в субботу и пятницу у нас график гастроцентра до 12 вечера. 12 часов, получается, в день не работает. Да. А вот такой вопрос интересный. Как вы их контролируете? Бывает такое, что там кто-то может съесть чебурек, или не знаю, какие-то... У нас есть камеры видеонаблюдения, Ага. плюс шеф заходит всегда, Мгм. проверяет, смотрит. У нас часто происходят ревизии. М. Каждую неделю у нас ревизия, и то есть мы наблюдаем за всем, Мгм. контролируем. Ну, то есть по франшизе было уже сказано, что нужно установить камеру и наблюдать? Или вы сами Нет, как бы мы сами пришли? от себя решили поставить камеру, поскольку для нас это намного больше вызовет доверия к сотрудникам. Камера имеется в виду онлайн? Вы можете Да. с телефона зайти и посмотреть, что сейчас делает сотрудник, У да? нас камера крутится на 360, мы можем посмотреть со всех сторон, кто Классно. что А делает. бывало такое, что там из кассы пропадали деньги? Ну, в многих же местах бывает. У нас такого не было ни Такого разу. не бывает, да? Но если даже пропадут, вы можете по камерам посмотреть, там в какой момент Да. там была утечка. Да? Супер удобная штука. Вот самый интересный вопрос для наших зрителей. Какая у вас оборотка? Я понимаю, что вы открылись недавно, но все же вот за последний месяц За последний месяц у нас оборот вышел в 3 миллиона тенге. 3 миллиона, чистая прибыль Чистая прибыль из них 500 тысяч. 500 тысяч. В принципе, Доход. за 4 месяца доход через 500 тысяч, я считаю, что это уже неплохо. Да. Расскажи, пожалуйста, о дальнейших планах. Наши дальнейшие планы – это в течение года открыть еще 3 точки дополнительно. В течение 3 лет мы планируем открыть около 10 точек 10 точек. по Астане. Мгм. Так, и стать, короче, магнатами чебуреков. Да. Вот, спасибо большое, что пригласила нас и рассказала о своем бизнесе. На самом деле, очень интересный бизнес. Мы желаем вам процветания, успеха, чтобы вы взлетели, можно сказать, до небес. И в конце мы просим дать совет нашим зрителям. Вот я хочу, чтобы ты дала совет таким же молодым ребятам, как ты. А Боте, я напоминаю, всего лишь 17 лет, а у нее уже свой бизнес. Посоветуй, пожалуйста, что-нибудь от себя. В первую очередь, это всегда верить в себя, пробовать что-то новое, вкладывать в себя, преодолевать недостижимое и всегда верить в себя и своему сердцу. Ребята, у нас для вас хороший подарок. В течение месяца до 10 октября вы можете прийти в гости к Боте в Чебуречную и получить 30% скидку, посмотрев наш выпуск, и обязательно быть подписанным на наши инстаграмы. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Надеюсь, он был для вас интересен и полезен. Пожалуйста, пишите в комментариях, нравится ли вам наш формат или, может быть, чего-то не хватает. А также, пожалуйста, пишите в комментариях, какой бизнес вы бы хотели, чтобы мы разобрали вместе с вами в следующий раз. Мы обязательно прочитаем все ваши комментарии, обязательно все ответим. Ну а мы желаем вам успехов в ваших начинаниях и увидимся в следующих выпусках.